Вот где доблестное ЖКХ? Его не видать, не слыхать. Вот так уже 3 года Илья Гайнанов ведет борьбу то ли со льдом у своего дома, то ли с местным ЖКУ. А может и то, и другое, говорит пенсионер. Этот перекресток относится к Советскому району. Чистить тротуары и посыпать их реагентами – дело дворников управления городские мосты. Никогда здесь рабочих не бывает. Вот на добровольной основе, как волонтер. Владимир Владимирович Путин говорит же, волонтерское движение надо развивать, модно. Вот мы его поддерживаем, Владимир Владимирович, и развиваем волонтерское движение. Ходить по такой лестнице и правда опасно. Чтобы понять это, нам хватило 5 минут. По лестнице спешат прохожие, под ногами лед. В случае чего тут и схватиться не за что. Девочка упала в прошлый раз, школьница здесь. И вот мы вообще уже давно об этом говорили, что здесь нужны поручни. Эта вот тропинка никому не принадлежит, ее никогда не чистят. И таких скользких дорожек по всему городу, как выяснилось, немало. Накануне в сети появился пост, где мама рассказывает, как ее сын получил травмы на обледенелой лестнице. Случилось все на входе в один из музеев на Баумана. Спустились, хватаясь за перила лестницы, покрытой льдом. 7-летний ребенок открыл дверь, упал, разбил губу и десну. Едем зашивать ДРКБ. Много претензий у горожан и к Миллениуму, точнее, к лестницам, которые ведут на Подлужную. Чтобы проверить эту жалобу, мы приехали к мосту Миллениум и увидели все своими глазами. Как видите, лестницу, которая ведет прямо под этот мост, уже давно не очищали от снега. И, судя по следам, каждый день здесь ходит достаточно большое количество людей. И для них это представляет серьезную опасность, учитывая наличие здесь острых углов и вот такой вот бетонной поверхности. Один из таких инцидентов произошел буквально пару дней назад. Тогда Дмитрий Шаров шел здесь с 6-летним сыном. Пошли, а там лед, и он покатился и ногой, и головой вот об эти бетонные борта просто ударился здорово. Сейчас день. Если будет ночь, здесь света никакого нет. Передвигаются как могут. Это уже про жителей на улице Копылова. Арка одного из домов больше похожа на каток. А причина-то с виду безобидная. Капает из трубы. Но вот кому теперь это устранять и почему арка вдруг оказалась ничья, никто не знает. Постоянно народ ходит, бабушки ходят. Я говорю, в открытое указание девчонки у нас писали. Я так понимаю, что толку нет. И даже если обильные снегопады позади, работы у казанских дворников немало. Судя по состоянию тротуаров, лестниц и мостов, дел завтра прибавится и административно-технической инспекции города. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ Казань.